Мое дорогое дитя, сегодня твое благословение было подтверждено. Если ты веришь мне, не пропускай это видео. Я хочу поговорить с тобой. Оставьте свой лайк и подпишитесь на канал. Сегодня особенный день, день благословений и исполненных обещаний. Комментарий. Я вступаю во владение этим благословением. Я хочу поговорить с вами о том, как важно прожить этот момент с благодарностью и мужеством. Ведь именно в этот момент ваше путешествие приобретает новый смысл. С того момента, как я создал вас, я посеял семена величия, решимости и любви. Каждый ваш шаг, даже когда вы спотыкались, я был рядом с вами, направляя и готовя вас к лучшему. И сегодня настал день, когда все твои молитвы и начинания встретились с моей волей и предназначением для твоей жизни. Помни, дитя мое, что вера, которую ты возлагал на меня во времена испытаний и неуверенности, не была напрасной. Каждое преодоленное препятствие, каждая пролитая слеза и каждая улыбка показали, каким сильным и стойким человеком ты являешься сегодня. Вы стали человеком, способным принимать вызовы с головой, зная, что нет пределов тому, чего вы можете достичь. Благословение, которое вы получаете сейчас, это результат вашего упорства, уверенности и преданности делу. Вы научились видеть возможности там, где другие видели только трудности, находить свет даже в самые темные дни и никогда не сдаваться, даже когда путь казался невыносимым. Теперь, дитя мое, настало время принять это благословение с распростертыми объятиями. Открой свое сердце и разум, чтобы принять все чудеса, предназначенные для тебя. Поверьте, что вы заслуживаете этого дара, ведь каждый ваш шаг был шагом к цели. В это время важно помнить о том, кто вы и откуда пришли. Ваши корни крепки и прочны, и именно от них вы можете идти дальше и достигать самых высоких высот. Ваша история уникальна и ценна, а ваш потенциал безграничен. Не сомневайтесь в этом. Получая это благословение, важно также сохранять в сердце смирение. Гордость может стать ловушкой, а смирение позволит вам поделиться своими достижениями с щедростью и любовью. Делитесь тем, что вы получили, и вдохновляйте других на поиск собственного пути к успеху. Всегда помните о благодарности. Благодарность – один из ключей к счастью и способ признать мое постоянное присутствие в вашей жизни. Напишите «Я благодарен Богу». Как бы далеко вы ни зашли, не отступайте от намеченного пути, зная, что каждый шаг – это возможность расти и учиться. Но не забывайте делать себе подарки. Отмечайте свои достижения, будь то малые или большие. Признайте свою эволюцию, то, чему вы научились на этом пути, и то, каким необыкновенным человеком вы стали. Теперь, когда ваше благословение подтверждено, не бойтесь будущего. Я всегда рядом с вами, направляю ваши шаги и защищаю ваш путь. Доверьтесь мне голосу, который говорит с вашим сердцем, ибо он направит вас на путь, который вам предначертан. Используйте это благословение с мудростью и любовью. Используйте его не во вред другим, а для распространения света и мира вокруг себя. Полученная вами сила – это ответственность,
к которой нужно относиться с уважением и сочувствием. Помни, дитя мое, что ты главный герой своей собственной истории. Вы способны создать то будущее, о котором всегда мечтали. Дни достижений могут быть полны трудностей, но никогда не забывайте, что вы сильнее, чем вам кажется, и можете преодолеть любое препятствие. Верьте в силу позитива, веры и любви. Эти силы способны преобразить реальность и сделать вас инструментом для изменения жизни, в том числе и вашей собственной. Будьте благодарны за то, что у вас есть, за людей, которые вас окружают, и за возможности, которые предоставляет вам жизнь. Благодарность откроет двери, о существовании которых вы даже не подозревали. Начиная с сегодняшнего дня, примите свое благословение и двигайтесь вперед, зная, что лучшее еще впереди. Вселенная настроена в вашу пользу, и перед вами откроются двери. Верьте в себя и в то, что вы обладаете силой. Ты – мое любимое дитя, и я полностью уверен в твоих силах. Идите вперед и достигайте того, о чем всегда мечтали. Весь мир в твоих руках, и я всегда рядом с тобой, освещая твой путь. Пусть радость и мудрость сопровождают ваши шаги, а ваше благословение вдохновляет других на обретение собственного счастья. Путь, в который вы собираетесь отправиться, полон трудностей и возможностей, которые станут испытанием вашей веры и решимости. Но помните, что у вас есть мужество и вера, чтобы преодолеть любые невзгоды, которые могут встретиться на вашем пути. Комментируйте «Я всегда в вере». На вашем пути будут моменты, когда вы почувствуете уныние и усомнитесь в том, что ваши способности соответствуют вашему благословению. В это время загляните в себя и вспомните о той силе, которой вы наделены. Верьте, что вы заслуживаете каждого благословения, которое получили, потому что это не случайность, а плод ваших усилий и самоотдачи. Никогда не стоит недооценивать то положительное влияние, которое вы можете оказать на жизнь окружающих вас людей. Став примером целеустремленности и доброты, вы вдохновите других людей также стремиться к своей мечте и жить с толком. Оставьте после себя наследие любви и сострадания, ведь это истинные сокровища, которые мы несем с собой. Знайте, что вы благословлены, чтобы благословлять. Получая, учитесь делиться. Протяните руку помощи нуждающимся, улыбнитесь тем, кто грустит, и станьте светом для тех, кто ходит во тьме. Ваше щедрое сердце будет вознаграждено радостью от того, что вы изменили жизнь других людей к лучшему. Никогда не забывайте дорожить маленькими моментами жизни, ведь именно они придают смысл путешествию. Отмечайте настоящую дружбу, цените маленькие жесты любви и находите красоту в простых вещах. Счастье заключается не только в больших достижениях, но и в маленьких радостях повседневной жизни. Знайте, что вы любимы без всяких условий, и не только мной, но и всеми, кто вас окружает. Позвольте любви вливаться в вашу жизнь, как отдавая, так и получая ее. Любовь – это самая могущественная сила, способная исцелять, преображать и объединять сердце. Однако знайте, что не все будет легко, и на вашем пути будут встречаться трудности. Не бойтесь бурь, ведь именно они формируют характер
и укрепляют душу. Будьте стойкими, учитесь на трудностях, находите урок в каждом опыте. Напишите: «Все содействует моему благу». Находите время для молитвы и размышлений. Духовность – это прибежище мира и мудрости среди суматохи мира. Откройте свое сердце и позвольте моему присутствию направлять ваши шаги и освещать ваш путь. Никогда не сравнивайте себя с другими, ведь у каждого человека свой путь и своя цель. Сосредоточьтесь на себе и своей собственной эволюции. Будьте подлинными, следуйте своей интуиции и живите в соответствии со своими ценностями и принципами. Верь в себя, дитя мое, ибо ты способен достичь невообразимых высот. Сила вашего разума огромна, и ваши убеждения формируют вашу реальность. Питайтесь позитивными мыслями и представляйте себе успех во всех начинаниях. Знайте, что я всегда буду рядом с вами на каждом шагу. В моменты сомнений обращайтесь к моему руководству, ибо я всегда готов услышать ваши молитвы и предложить мудрость, необходимую для того, чтобы направить ваши шаги. Верьте в себя, верьте в свой потенциал и помните, что вы достойны всех благословений, которые вы получили. Настало время сиять, быть лучшей версией себя, делиться своим светом с миром. Пусть ваш путь будет отмечен благодарностью, мужеством и состраданием. Пусть в каждом испытании вы найдете смысл, а в каждом опыте – рост. Пусть твое благословение станет отправной точкой для полной, счастливой и насыщенной жизни. Ты мой любимый сын, и сегодня, как никогда, гордись тем, каким человеком ты стал. Продолжай верить в себя и в мое присутствие в твоей жизни. Ты – благословение для всего мира, и я с великой радостью благословляю тебя сегодня и всегда. Теперь, когда вы осознали ценность и силу своего благословения, пришло время действовать решительно и уверенно. Помните, что ваш путь уникален и исключителен, и у вас есть свободная воля формировать его по своему усмотрению. Воспользуйтесь этой свободой, чтобы построить жизнь, наполненную смыслом и самореализацией. Верьте в то, что Вселенная складывается в вашу пользу, но не ждите, что все будет происходить без усилий. Комментируйте: «Я буду действовать с верой, и я выиграю». Полученное вами благословение – это бесценный дар, но он требует целеустремленности, дисциплины и действий. Упорно трудитесь, проявляйте настойчивость и не отвлекайтесь от своих целей, и тогда вы достигнете желаемого. Никогда не позволяйте страху неудачи парализовать вас. Все мы сталкиваемся с моментами сомнений и неуверенности, но для того, чтобы продолжать двигаться вперед, необходимо мужество. Неудача – это возможность учиться и развиваться. Примите уроки, которые преподносит вам жизнь, и используйте их как ступеньки для достижения новых высот успеха. Цените людей, которые идут рядом с вами. Будьте благодарны семье и друзьям, которые поддерживают и ободряют вас. Любовь и поддержка тех, кого мы любим, являются основой для нашего роста и благополучия. Заботьтесь о своих взаимоотношениях с любовью и щедростью, ведь они способны обогатить ваш путь. На протяжении всего пути вы будете сталкиваться с трудностями, которые станут испытанием для вашей веры.
В трудные времена обращайтесь к своей духовности, укреплите свою связь со мной. Молитва – это мощный инструмент, который приносит утешение, мудрость и надежду. Верьте, что даже в самые темные моменты я буду рядом с вами, освещая вам путь. Конечно, я перепишу текст, исправив грамматику и разделив его на абзацы. Будьте стойкими перед лицом невзгод. Жизнь может быть непредсказуемой, но именно ваша способность адаптироваться и преодолевать препятствия будет определять ваш успех. Сохраняйте позитивный настрой, превращая трудности в возможности для личностного роста и развития. Не забывайте заботиться о себе, как о своем теле, так и о душе. Практикуйте заботу о себе и вырабатывайте здоровые привычки, которые помогут вам сохранить равновесие и энергию, необходимые для преодоления жизненных трудностей. Заботьтесь о своем физическом, психическом и эмоциональном здоровье, ведь оно – ваше главное богатство. Будьте благодарны за свои достижения, но не успокаивайтесь. Благодарность – это способ признать и оценить то, что мы имеем, но при этом нельзя останавливаться на достигнутом. Сохраняйте жажду роста и обучения, постоянно стремитесь развиваться и расширять свои горизонты. Наслаждайтесь каждым моментом, ведь время бесценно и его не вернуть. Комментируйте, живите с интенсивностью, не позволяя рутине захватить вас. Жизнь – это дар, которым нужно наслаждаться и исследовать его в полной мере. Никогда не забывайте, что вас любят без всяких условий. Любите себя, любите других, распространяйте любовь везде, где бы вы ни были. Любовь – это суть жизни, и именно благодаря ей мы строим лучший и гармоничный мир. Будьте открыты к возможностям, которые открывает перед вами жизнь, даже если они кажутся сложными или трудными. Великие достижения часто возникают из неожиданных ситуаций. Не бойтесь рисковать и выходить из зоны комфорта, ведь именно в этом случае происходит рост. Будьте благодарны за свои благословения и в то же время будьте готовы поделиться ими с другими. Щедрость и сострадание – мощные инструменты для распространения счастья и процветания вокруг. Наконец, помните, что ваш путь непрерывен и полон познаний. Нет конечного пункта назначения, а есть постоянный поиск эволюции и исполнения желаний. Наслаждайтесь каждым шагом, каждым вызовом и каждым благословением как частью необыкновенного путешествия. Идите вперед с уверенностью и решимостью. Мир ждет вас, и я всегда рядом с вами, освещая путь. Верьте в себя, ведь вы способны на все, чего хотите достичь. С великой верой провозгласите: «Великий и любящий Бог, в этот священный момент глубокой связи я возношу свой голос в молитве, смиренно отдавая себя в Твои щедрые руки. В мире, полном проблем и неопределенности, я ищу убежище в Твоем присутствии, осознавая величину Твоей мудрости и бесконечной любви. Позволь мне, Господи, выразить благодарность за каждое полученное благословение, за жизнь, которая течет во мне, и за возможность искать Твою волю. Отец Небесный, пусть Твой божественный свет озарит каждый темный уголок моей души, рассеивая терзающие меня страхи и сомнения.
Дай мне силы преодолеть препятствия, стоящие на моем пути, и мудрость, чтобы понять, какой выбор я должен сделать. Даруй мне мужество, чтобы упорствовать во времена уныния и противостоять трудностям, которые формируют мой характер. В этот момент размышлений я осознаю, что являюсь инструментом Твоего великого замысла. Позвольте мне ощущать Ваше любящее присутствие в каждом моем действии, чтобы я мог вносить позитивный вклад в жизнь тех, кто встречается на моем пути. Пусть я буду источником надежды и вдохновения, способным посеять семена любви и сострадания в нуждающихся сердцах. Господи, я молюсь о том, чтобы моя вера оставалась непоколебимой даже перед лицом жизненных бурь. Даруй мне мудрость, чтобы видеть в каждом переживании урок и понимать, что разнообразие – это лишь возможность стать зрелым и развиваться. Позвольте мне смириться с тем, что Ваша воля часто проявляется непонятным для меня образом, но в конечном счете все происходит в соответствии с Вашим божественным планом. Я смиренно прошу Тебя помочь мне практиковать прощение как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Пусть я смогу освободиться от уз обиды и обрести внутренний покой, который приходит в результате прощения. Пусть из моего сердца исходит сострадание, осознавая, что все мы сталкиваемся с собственными трудностями и проблемами. В моих достижениях пусть я выражаю благодарность и смирение, понимая, что все победы – это результат Твоей милости и безусловной любви. Пусть меня никогда не одолевает гордыня, а благодарность всегда присутствует в моем сердце. Пусть я буду щедрым и делюсь полученными благословениями, протягивая руку помощи нуждающимся и делясь с ними хлебом надежды. Милосердный Боже, пусть Твой божественный свет направляет мой выбор, делая меня человеком, способным понимать и сопереживать. Я хочу быть маяком любви и сострадания в мире, часто омраченным тенями эгоизма и безразличия. Дай мне возможность быть светом в моем собственном сердце и в сердцах окружающих меня людей, культивируя культуру мира и гармонии. В этот момент причастия я посвящаю свою жизнь служению Тебе, стремясь жить в соответствии с Твоими принципами и ценностями. Пусть мое существование будет свидетельством Твоего любящего присутствия, а мои действия заставляют Твой свет сиять во всех местах, где я нахожусь. Пусть Твоя благодать сопровождает меня каждый день, обновляя мои силы и вдохновляя на путь. Пусть я никогда не забываю о Твоей безусловной любви, и пусть, с какими бы трудностями я ни столкнулся, я буду в безопасности в Твоих сострадательных объятиях. Со всей моей преданностью, любовью и благодарностью я завершаю эту молитву, зная, что я был услышан и что я всегда буду связан с Твоей бесконечной добротой. Да будет так. Аминь. А теперь примите Его благословение в полном объеме, прокомментировав «Аминь». Если это сообщение было для вас полезным, оставьте свой лайк и подпишитесь на канал, чтобы всегда быть на связи с верой. Продолжайте быть рядом со мной и будьте еще более благословенны. Нажмите на видео, которое показывается. Бог хочет продолжить разговор с вами. Аминь.